Знаменитая «Гроза Островского» в исполнении актеров Русдрама. Все происходящее на сцене пока еще не спектакль, а, говоря театральным языком, эскиз, подготовленный российским режиссером Ксенией Самодуровой. Эскиз длится около 40-50 минут. Это не просто фрагмент или план постановки. Он несет в себе законченный образ, который интерпретирует произведение целиком. Я ставлю не совсем классический вариант. Это такая наша фантазия, эксперимент. Мы попытались найти там простой человеческий юмор в каких-то неловкие ситуации, стеснения. Где-то, безусловно, это трагедия, это история любви, но так как мы не берем финал пьесы, это все-таки начало, ближе к началу, там пока что страшных событий не происходит, поэтому мы пытаемся вот как-то это все раскачать в нормальную жизнь, где есть и юмор, где есть и переживания, где есть и риск. В театре готовится еще один эскиз по Островскому. Режиссер Константин Денискин репетирует пьесу «Шутники», в которой задействовано 7 актеров Русдрама. Умение говорить о важном через смешное можно смело отнести к постановке, впрочем, как и ко всей сатире Островского. Во-первых, это комедия. Во-вторых, она раскрывает какие-то глубокие, несмотря на то, что это комедия, она раскрывает глубокие темы, тему семьи, тему уважения к отцу. Основное, что меня заинтересовало в этой пьесе, это любовь между всеми персонажами. И вот это чувство любви, которое приподнимает, возвышает, делает нас счастливее. «Красавец-мужчина» – одна из поздних пьес драматурга. Эскиз готовит режиссер Ирина Дремова. Центральный персонаж – мачо и авантюрист, манипулирующий женскими чувствами. Главная роль досталась известному красавцу Русдрама Осману Абухба. У всех свои недостатки. Я красивый, объективно красивый. Не потому, что я или моя мама так решили. 3 пьесы, 3 мира, 3 шедевра Александра Островского приурочены к 200-летию великого русского драматурга, который отметят в следующем году. Все работы будут представлены в рамках режиссерской лаборатории, которая пройдет в Русдраме 17 декабря. Идею проекта поддержал Союз театральных деятелей России. Центр поддержки русского театра за рубежом существует уже очень давно, и у нас есть 2 направления. Это командировки специалистов в русские театры по запросу, и на основе заявок это проведение режиссерских лабораторий. То есть мы привозим молодых российских режиссеров в русские театры, они ставят за 4-5 дней эскизы по выбранной тематике лаборатории, которую мы заранее оговариваем с руководством театра, и потом показываем эти эскизы. Руководство театра поддерживает один из эскизов, и на следующий календарный год Союз театральных деятелей России поддерживает создание полноценного спектакля на основе этого эскиза. По итогам показов пройдет зрительское голосование и голосование экспертного совета. Будет выбран один из эскизов, который в следующем году станет полноценным спектаклем. Я хочу зрителям сказать, что нет ничего прекраснее этих мгновений режиссерской лаборатории, этих 5 дней. Главное, того дня, когда эти эскизы будут показаны публике. Поэтому, если вы придете в театр, вы просто, вы отправитесь в путешествие, которая надолго вам запомнится. Это самые прекрасные мгновения, которые могут быть. У нас это уже 3-я лаборатория. Были лаборатории по античной драматургии, тоже при поддержке Союза театральных деятелей России. И там спектакль «Электра» стал нашим хитом после этой лаборатории. И была лаборатория по Фазилию Искандеру «Сандро», которую мы сами проводили. И родился спектакль «Рассказ мула старого Хабуга». Тоже хит. На творческий процесс режиссерам и актерам дано всего 5 дней. Что из этого получится, зрители смогут увидеть 17 декабря. Эсма Голанзе, Константин Парулуа, Абхазское телевидение.